Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкели, и новый выпуск Nocta Life. Гагаузские политики и активисты, похоже, каждую неделю соревнуются в том, как выставить себя посмешищем в угоду России, а вместе с этим выставить посмешищем всю Гагаузию. Казалось бы, после автопробега против повышения цен на топливо гагаузского обывателя сложно удивить, но нет. Хотя после этого заявления скорее удивились или даже напряглись люди за пределами Гагаузии. В Гагаузии мало кто видит в этом проблему. На прошлой неделе в российском издании «Независимая газета» появилась статья, где сказано, что гагаузы обратятся к России и Турции за защитой от Румынии. По данным гагаузов, так пишет российское издание, Румыния может оккупировать Республику Молдову в случае вхождения войск Российской Федерации в Одесскую область. Российское издание в данном случае цитирует 80-летнего Михаила Киндзигляна, одного из активистов становления Гагаузии, первого и единственного председателя Верховного Совета непризнанной Гагаузской Республики. Ему вторит и Иван Бургуджи, известный своей весьма воинственной биографией глава батальона «Буджак» военизированного подразделения непризнанной Гагаузской Республики. Но о них мы поговорим позже. Как пишет независимая газета, Киндзиглян сказал, что у него есть сведения, что Румыния готовится войти в Молдову, как только Россия вступит в Одесскую область. Кто сообщил Киндзигляну такие сведения, он не сказал. Подозреваю, что Соловьев. Также, по словам собеседников независимой газеты, обращение к России защитить Молдову от Румынии будет принято на съезде депутатов всех уровней, который планируется в Гагаузии на 2 октября. Съезд организует Народное собрание Гагаузии. Аргументируя необходимость обратиться к России, Турции и ОБСЕ, Киндзиглян даже привел исторические параллели, заявив, что оккупация со стороны Румынии может произойти так же, как это произошло в 1918 году. Весьма странное сравнение с 1918 годом. Но сделаем скидку на пробелы в образовании. Из историографии известно, что объединение Бессарабии с Румынией произошло после развала Российской империи на основании решения Сватл-Цери, а не в результате оккупации. Я понимаю, что Киндзиглян и Бургуджи, получившие образование и сформировавшиеся как личности в Советском Союзе, не говоря о связях с определенными структурами, являются в прямом и полном смысле Homo Sovieticus, и для них межвоенный период нашей страны является тем, как его представляла советская пропаганда и историография. Но, например, для Диониса Танасоглу, который, не побоюсь этого слова, был Львом Толстым гагаузской литературы, для него королевская Румыния была страной, где он родился, получил образование, служил в рядах румынской армии и дослужился до лейтенанта. Не думаю, что он рассматривал межвоенный период нашей страны как оккупацию, равно как и тысячи его сверстников. В комментарии для российского издания Иван Бургуджи также заявил, что в Молдове бурный расцвет унионизма. И это может привести к тому, что Гагаузия приступит к реализации норм закона об отложенном статусе автономии. Ну, привык человек думать в категориях унионизма. Если бы не было унионистов, то их надо было бы придумать. И унионистов Бургуджи вспоминает при каждом удобном случае, когда хочет заговорить об отделении от Молдовы. Все это вуалируется в выражении об отложенном статусе Гагаузии. Но по сути речь идет об отделении. Просто так об отделении не заговоришь. Нужно обоснование. Ну вот и используют унионизм как повод. Во-первых, говорить об объединении Румынии и Республики Молдова сейчас как минимум безосновательно. Эта тема даже не входит в первую десятку обсуждаемых тем среди политического класса, не говоря об обществе в целом. Это справедливо и для Румынии, и для Республики Молдова. Говорить о расцвете унионизма в Молдове просто смешно в условиях, когда в парламенте нет ни одной унионистской партии. Говорить о том, что ПАС – это унионистская партия, неправильно. У этой партии нет цели объединить Молдову с Румынией. А то, что там есть люди, идентифицирующие себя румынами и заявляющие о своей принадлежности к румынской культуре, так в этой партии разные люди. А что, в исполкоме или в Народном собрании нет граждан Румынии? Это с одной стороны. А с другой стороны, насколько идея унионизма популярна в молдавском обществе сейчас, и есть ли сильные партии способны эту идею воплотить в жизнь. На последних выборах в парламент и тех, что были до них, не прошла ни одна политическая партия, открыто декларирующая в качестве основной цели объединения с Румынией. Последней такой партией была либеральная партия Михая Гимпу. С 2019 года этой партии нет в парламенте, а ее место никто не занял, несмотря на то, что желающих было много. Даже популистская румынская унионистская партия АУР
к удивлению многих прошедшая в румынский парламент, открыла на левом берегу прута свой филиал, но набрала на парламентских выборах в Молдове с гулькин нос. Поэтому говорить об угрозе унионизма, если это вообще можно считать угрозой, не обосновано. Не только потому, что это не пользуется популярностью ни в Румынии, ни в Молдове, а еще и потому, что это невозможно по ряду причин. Есть установленное международное правило, закрепленное в ряде международных документов. Границы в Европе не меняются. Это правило также прописано в документах, заложивших основу ОБСЕ, и которые неуклонно соблюдают в Европейском Союзе. Их не хочет соблюдать Россия, поэтому мы имеем эту позорную и преступную войну в Украине. Молдова стремится в Европейский Союз. Вступление в Европейский Союз отменяет необходимость объединения Румынии с Молдовой, так же как членство в Европейском Союзе отменило необходимость объединения многих других земель, имеющих общую культуру, язык и историю. ЕС позволяет народам жить в одном политико-географическом пространстве и чувствовать свою культурную общность без необходимости что-то у кого-то отчуждать и присоединять. Нет границ, нет проблем. Все живут в общем пространстве, оставаясь при этом в своих домах. Яркий пример – Южный Тироль и Австрия. Южный Тироль – часть Италии, который преимущественно населяют австрийцы. Этот регион много лет выступал за отделение от Италии и присоединение к Австрии. Но по мере интеграционных процессов в пространстве Европейского Союза и особенно с момента вступления Австрии в Европейский Союз, разговоры об отделении Южного Тироля от Италии и присоединении к Австрии потеряли смысл. Границ нет, таможен нет, австрийцы из Южного Тироля и австрийцы из Австрии могут ездить друг к другу, вести совместный бизнес, более того, объединяться в еврорегионы и решать проблемы общего регионального развития. Правые партии в Кишиневе давно поняли, что процесс евроинтеграции Республики Молдова снимает вопрос унионизма. Объединение Республики Молдова и Румынии теряет смысл и актуальность, что видно по результатам выборов. Кто-то может сказать, что это актуально только для румын и молдаван, которые мечтают о жизни в одном политико-географическом пространстве. Но для Гагаузии это тоже актуально. Евроинтеграция Украины и Республики Молдова создаст политико-географическую надстройку, которая снимет барьеры для взаимодействия гагаузских сообществ по обе стороны границы и предоставит дополнительные возможности для их развития. Может, на очередном съезде депутатов всех уровней в Гагаузии организаторы поставят вопрос об ускорении интеграции Республики Молдова в Европейский Союз, раз уж они этот съезд проводят. Тогда этот съезд будет иметь смысл. А так, когда на нем собираются обсуждать вопросы в пользу России, которая стала страной-изгоем и пособницей терроризма, этот съезд очень опасен, прежде всего, для Гагаузии и людей, ее населяющих. Поэтому бесконечные заявления из Гагаузии об угрозе унионизма, а также намерении политических лидеров Гагаузии обратиться за помощью к России с просьбой защитить от Румынии, звучат не иначе как провокация. Румыния не собирается ни на кого нападать. Это современное цивилизованное государство, соблюдающее международное право. Заявления Бургуджи и Киндигляна созвучны с заявлениями российской пропаганды о расцвете нацизма в Украине, в условиях, когда ультраправые партии в Украине даже не представлены в Украинской Раде. Если в Гагаузии так опасаются последствий оккупации Одесской области со стороны России, почему политические лидеры Гагаузии не обратятся к России с требованием прекратить войну в Украине и вывести свои войска оттуда? Война прекратится и исчезнет угроза захвата Одессы. Тогда и Гагаузии ничего не будет угрожать. Нет угрозы для Одессы, нет угрозы для Гагаузии. И даже Турцию с ОБСЕ привлекать не придется. Логика авторов этих заявлений из Гагаузии, конечно, поражает. По их соображениям, оккупация и захват Одесской области со стороны России – это нормально. Они в этом проблемы не видят. А помощь Румынии для защиты территориальной целостности Молдовы – это неприемлемо. Цинизм – наше второе имя. Россия не скрывает своих намерений захватить Молдову. Такие заявления звучат от обожаемого в Гагаузии Владимира Путина, который мечтает о возвращении под власть Москвы бывших советских республик. Такие заявления звучат от российских военных чиновников и от российской пропаганды. Никто в России и в Гагаузии не сомневается, что если Россия оккупирует Одесскую область, она оккупирует и Молдову. Получается, что Киндиглян, Бургуджи и участники будущего съезда в Гагаузии недовольны тем, что существует вероятность того, что Румыния как-то может помешать России оккупировать Молдову. Так получается.
Какую помощь они ждут от России? Или это просто приглашение к России оккупировать нашу землю? Почему официальные власти Гагаузии, Башкан Ирина Влах и спикер Народного собрания Дмитрий Константинов не реагируют на такие заявления в своем окружении? Башкан предпочитает выяснять отношения со своими коллегами из правительства, но игнорирует тот факт, что у нее под носом ставится под угрозу безопасность страны. На прошлом заседании правительства Ирина Влах предъявила претензии главе МВД Анне Ревенго из-за того, что ее не оповестили, ну ее, в смысле Ирину Влах, не оповестили о обучениях Фулджер в Камрате. Эти учения невозможны без оповещения местной полиции. Получается, что у Ирины Влах нет коммуникации с главой УВД, который является начальником местной полиции и в то же время членом исполнительного комитета, то есть подчиненным Ирины Влах. Учения Фулджер, кстати, не на шутку напугали гагаузских политиков, которые говорят об этом уже вторую неделю. Версии разные. Кто-то говорит, что это для подавления протестных настроений, которые и так затухают. Протесты, заявленные против повышения цен, стали все малочисленнее и, похоже, сошли на нет. Получается, что спецназу достаточно было просто показаться в Гагаузии, чтобы вызвать трепет у гагаузских политиков. Честно говоря, не похоже. Протесты сходят на нет не из-за спецназа, а из-за отсутствия реалистичной повестки у протестующих, которые, к тому же, чуть не подрались на одном из последних митингов в Вулканештах. Люди в Гагаузии понимают, что повестка, которую предлагают организаторы протестов, нереалистична. Во-первых, среди протестующих нет серьезных лидеров, способных решать серьезные политические задачи. Во-вторых, политические задачи, которые ставят организаторы протестов, нереалистичны. Сначала они хотели, чтобы Майя Санду поехала к Путину. Но все же понимают, что это недостижимая задача, она не поедет к Путину. Ездоком к Путину был Додон. Он под домашним арестом. Вместе с Додоном к Путину ездила Ирина Влах. Пусть она поедет и договорится о дешевом газе. Почему не едет? Понятно почему, потому что ездила она к Путину не решать проблемы Гагаузии, а просто для того, чтобы сфоткаться с ним и неважно где, хоть в предбаннике. Те, кто гонятся за фотками, обычно не в состоянии решать политические задачи. От требований к Майе Санду поехать к Путину организаторы протеста перешли к обращению к премьеру России Мишустину предоставить Молдове дешевый газ, будто Мишустин решает такие вопросы. Уровень задач несоизмерим. Все понимают, что это не уровень Гагаузии решать задачи такого масштаба, поэтому и протесты, судя по всему, сходят на нет. Разговоры об учениях спецназа выглядят немного забавно. Фулджер уже и забыл, что был в Гагаузии, а в Гагаузии продолжают его обсуждать. И мне не совсем понятны разговоры о том, что республиканские власти должны согласовывать с властями Гагаузии визит или учения силовых структур страны на территории автономии. Как вы себе это представляете? Ну, например, на страну напали и пытаются захватить всю или часть территории Республики Молдова, а силовые структуры пытаются защитить территориальную целостность и отвоевать обратно захваченные территории. В том числе и на юге, например. И что получается? Армия Республики Молдова и силы специального назначения должны спрашивать разрешение у властей Гагаузии зайти на территорию автономии, чтобы ее освободить? Так что ли? Мне кажется, это немного перебор. Я понимаю, что мы привыкли к такой риторике и к тому, что молдавское государство слабо, но в задачи вооруженных сил и сил специального назначения входит обеспечение безопасности и территориальной целостности страны и их действия не должны зависеть от хотелок местных властей и политических лидеров. Еще один вопрос, который возникает в контексте заявлений из Камрата, это как политические лидеры Гагаузии видят помощь России совместно с Турцией и ОБСЕ против Румынии. Я упускаю тот момент, что Румыния ни на кого не собирается нападать. Турция и Румыния являются членами НАТО. Как Бургуджи и Кендиглян видят помощь Турции в ответ на их обращение, мне не совсем понятно. Особенно когда их заявления, по сути, звучат как приглашение российской армии оккупировать Гагаузию. Например, недавно в рамках выступления на Крымской платформе президент Эрдоган заявил о поддержке Турции территориальной целостности Украины. И еще раз заявил, что Крым – это территория Украины. Получается, что гагаузские политические лидеры пытаются использовать Турцию, чтобы помочь России оккупировать Молдову. Так получается? Я, конечно, верю в способность гагаузских политиков плести интриги, но не настолько, чтобы использовать Эрдогана. Тут, мне кажется, дамы и господа из Гагаузии немного переоценивают свои возможности. Отдельно стоит остановиться на исполнителях этой идеи. То, что эта идея
появилась на страницах российского издания раньше, чем ее начали широко обсуждать в Гагаузии и в Молдове, мне кажется, наглядно демонстрирует, откуда растут ноги этой безумной идеи. Наверное, из пятой службы ФСБ, которая доложила Путину, что в Украине его будут ждать с цветами. Примечательно здесь другое. Наверное, реальные авторы этой идеи не нашли в Гагаузии кого-то посерьезнее для ее исполнения. Они вытащили из нафталина лидеров прошлых лет. Эти люди не имеют никакого влияния на политические процессы в Гагаузии. Они давно на обочине политической жизни. Например, Михаил Киндиглян давно ушел на покой. В публичном пространстве его не слышно и не видно несколько лет подряд. Как я упомянул ранее, Киндиглян был одним из лидеров непризнанной Гагаузской республики, а точнее председателем Верховного Совета, а потом и председателем второго созыва Народного собрания. Гагаузская республика оказалась нежизнеспособной, но после ее трансформации в гагаузскую автономию у Киндигляна не получилось построить политическую карьеру. Лидерство в Гагаузии принадлежало сначала номенклатурщику-табунщику, а затем пророссийским политикам, у которых Киндиглян был советником. Иван Бургуджи и сейчас является советником спикера Народного собрания Дмитрия Константинова. Этот персонаж имеет внушительный послужной список с тюремным заключением за спиной и сменой политических хозяев от Дудогла и Ирины Влах до Константинова. Говоря о рейтинге и политическом весе Бургуджи, стоит напомнить, что он даже не смог переизбраться в Народное собрание по своему родному округу в Кирьятлунге. Его идеи, очевидно, не пользуются поддержкой среди жителей Гагаузии. И вообще не совсем понятно, почему государственному служащему, коим является Иван Бургуджи, занимая должность советника спикера НСГ, позволяют высказывать свое личное мнение публично. Статус государственного служащего ограничивает его обладателя высказывать свое мнение публично. Хочешь высказывать свое мнение публично, уходи из государственной службы, открывай свой блог и высказывай свое мнение сколько хочешь. Зачем мои налоги должны идти на зарплату людям, которые делают провокационные заявления и зазывают оккупанта на нашу землю? Ивана Бургуджи и Михаила Киндигляна, как и всех активистов становления Гагаузской республики, автоматически приравнивают к патриотам. В этом заслуга властей Гагаузии и гагаузских СМИ, которые из года в год говорят о славных подвигах гагаузских активистов, в основном потому, что критиковать власти запрещено, а сюжеты делать надо. Но в чем патриотизм этих людей? Я сейчас говорю не о российском, а о гагаузском патриотизме. Что-то я не помню заявлений этих людей в защиту гагаузских полномочий. Я говорю о реальных полномочиях, на которые может претендовать Гагаузия, а не на высосанные из пальца полномочия, типа Кишинев должен согласовывать с руководством автономии визит силовых структур на территорию Гагаузии. Нет таких полномочий у Гагаузии, но Бургуджи и ему подобные твердят о них и днем, и ночью. А там, где надо защищать реальные полномочия, мы их не слышали. Например, когда у Гагаузии отбирали налоговые. Если вы помните заявления этих деятелей, которые были бы или шли бы на пользу Гагаузии, а не России, напомните или напишите о них в комментариях, пожалуйста. И в целом активисты становления Гагаузии вольно или невольно стали самыми преданными поборниками русского мира. В Чедерлунге они кричат, что Гагаузия — это русская земля, и русский Иван по имени Путин должен забрать ее. В Камраде кричат «Россия», скандируют «Путин» и собирают подписи под обращением к Мишустину. Такие заявления превращают Гагаузию в зомби-ленд в глазах большинства граждан Молдовы и всего цивилизованного и демократического мира. Они создают имидж гагаузов как недалеких людей, которые не дружат с реальностью и не понимают, чего хотят, готовых прислуживать агрессору и убийце, напавшему на суверенную и независимую Украину. Во что пытаются втянуть Гагаузию Киндиглян и Бургуджи, которые уже были у руля непризнанной Гагаузской республики и прекрасно понимают, что у Гагаузии нет иного будущего, кроме как в составе Молдовы. Но они продолжают делать намеки на сепаратизм в интервью российским СМИ. Ну, разве что они рассчитывают, что Молдову захватит Россия, и Гагаузия станет очередной пророссийской черной дырой в этом регионе, где они будут востребованы и в другом качестве, не в том, которое у них есть сейчас. В то же время соратник Киндигляна и Бургуджи, активист становления Гагаузии Леонид Добров, признал, что Гагаузия находится в лучшем положении, чем Приднестровье.
Нравится нам Башкан или депутат Народного собрания, не нравится. Но автономия в составе Молдовы существует де-факто. В отличие от Приднестровья, который на 2 недели позже провозгласили ту же независимость и до сих пор удерживают эту независимость, не признанную никем, в том числе и Россией. То есть, если даже сравнивать гагаузскую автономию в составе Молдовы с Приднестровьем, никем не признанной, то мы в любом случае в лучшем находимся в намного лучшем положении, чем даже непризнанное Приднестровье. Посмотрите, особенно сейчас с этими изменившимися ситуациями, как их со всех сторон прижали. И неизвестно, где они окажутся завтра-послезавтра. А худо-бедно мы, гагаузская автономия, нравится нам Башкан, не нравится, или депутаты, нравится нам президент Молдовы, не нравится. Худо-бедно у нас процесс идет мирный. Даже если мы очень резко на каких-то митингах критикуем центральную власть или власть автономии. Не все так безнадежно в рядах активистов становления Гагаузии. Есть понимание, что Гагаузия может существовать только в составе независимой Молдовы. Но, к сожалению, среди них есть и те, кто готов транслировать идеи сепаратизма, даже спустя 28 лет со дня создания гагаузской автономии. Организатором съезда депутатов всех уровней выступает Народное собрание Гагаузии. На мой взгляд, в таком случае Народное собрание несет ответственность и за содержание повестки этого съезда, и за все остальное. Но уже сейчас Бургуджи играет первую скрипку съезда и анонсирует скандальные инициативы. 19 августа он объявил о проведении съезда и о бойкоте республиканских выборов. А теперь он причастен и к этому нелепому обращению к России в защите от Румынии. Бургуджи – советник спикера Народного собрания. Свободно выступает с сепаратистскими заявлениями, но в Народном собрании никак на это не реагирует и не комментирует. Его прямой начальник Дмитрий Константинов будто набрал в рот воды. А если так, то Народным собранием управляют либо недальновидные люди, которые по какой-то причине не видят в этом проблемы, ну или Бургуджи отведена роль рупора тех заявлений, которые его руководство, например, Дмитрий Константинов, не может озвучить, но по какой-то причине должен их продвигать в Гагаузии. Скоро эти скандальные заявления советника спикера Народного собрания невозможно будет игнорировать. И тень от них ляжет и на Константинова. Чем скандальнее заявления, тем гуще тень будет ложиться на Народное собрание. Остается вопрос, как поступит Константинов в этом случае? Отдалит Бургуджи или признает свою солидарность с озвученными им идеями? Гагаузию пытаются превратить в осажденную крепость. Власти Гагаузии и большая часть политического класса солидаризируются с агрессором. Они внушают людям, что это ради якобы дешевого газа, но для России газ – это часть войны. Она не будет менять свое орудие на душевный разговор Санду с Путиным. Цена будет намного выше. В BBC выпустили расследование, в котором показали, что Россия сжигает газ на 10 миллионов долларов ежедневно. Тот самый газ, который не попадает в Европу. Просто сжигает, когда цены на газ достигли исторического максимума. Гагаузия солидаризируется с агрессором. А иметь какие-то дела с агрессором или с друзьями агрессора сейчас опасно для репутации. Поэтому Гагаузию, скорее всего, ждет весьма незавидная судьба аутсайдера. 27 августа мы отмечали День независимости. Понятно, что в Гагаузии этой независимости не хотели, а хотели сохранения Советского Союза. В этом нет ничего предосудительного. Развал Союза для многих оказался стрессом, шоком. Многие верили в эту модель развития. Гагаузы не были исключением. Например, бывший премьер Республики Молдова Ион Стурза у нас в эфире сказал, что тогда, в 91-м, когда проводился референдум о сохранении союзного государства на пространстве бывшего Советского Союза, он был сторонником сохранения союзного государства. Более того, в Украине, которая сегодня воюет с Россией, более 70% жителей, вышедших на избирательные участки, высказались за сохранение союзного государства. Но с истечением времени многие в Молдове и в Украине поняли, что жить в свободном и независимом государстве лучше, чем в тюрьме народов, коим был Советский Союз. В Украине настолько хорошо это поняли, что готовы сопротивляться с оружием в руках и ценой многочисленных жертв отстаивают эту независимость. Хотя в 91-м голосовали за то, чтобы жить в одном союзном государстве с Россией. Тогда, в 91-м, только прибалты понимали, что
независимость лучше, чем жизнь в составе Советского Союза, потому что у них был опыт жизни в независимом государстве в период между двумя мировыми войнами и возможность почувствовать вкус этой независимости и свободы. В других республиках СССР этого опыта не было. Безусловно, были люди, которые это понимали, но они не были большинством. Но через 31 год после развала Советского Союза это понимание возникло в общественном сознании. Выросло не одно поколение людей, родившихся не в Советском Союзе. Этого, к сожалению, не поняли только в Гагаузии, которая даже при поверхностном анализе выиграла от развала Советского Союза и обретения Республикой Молдова независимости. С какой бы стороны мы не анализировали этот вопрос. Прежде всего, политически. Без развала Советского Союза гагаузы не видели бы своей автономии, как ушей без зеркала. Ведь в советское время была попытка обрести автономию в составе СССР. Тогда, когда для этого было наиболее благоприятное время в разгар перестройки. Но не получили, потому что Гагаузию из Москвы даже в бинокль не видно. И никто с гагаузами в Москве на этот счет даже разговаривать не хотел. Это при Горбачеве, а представьте, что было бы с теми, кто поднял бы этот вопрос при Брежневе или при Сталине. Леонид Добров поднял вопрос не об автономии, а просто о возможности изучать родной язык. И испытал на себе все прелести карательной психиатрии Советского Союза. Мы получили автономию уже после развала Союза от независимой Молдовы, потому что из Кишинева Гагаузия видна невооруженным глазом. И достучаться до кишиневских кабинетов гораздо проще, чем до московских. Если проанализировать социальный аспект, мы тоже выиграли от развала Советского Союза. Элементарно. Водопровод в каждом доме в Гагаузии появился не во время Советского Союза, а после его развала. Как и стационарный телефон. В советское время провести стационарный телефон было невозможно. И я помню, как у соседей, у которых был телефон, собиралась вся улица, чтобы поговорить с родственниками. И уровень газификации за 90% был достигнут в Гагаузии после развала Советского Союза, а не в Советском Союзе. В Советском Союзе в гагаузских селах к газу были подключены только важные социальные объекты, и то не все. Если говорить о дорожной инфраструктуре, объездная вокруг Камрата сдается в эксплуатацию в этом году. И строится она на деньги Европейского Союза. Ее начали строить в советское время, но закончить не успели. Жители автономии эти элементарные вещи хорошо осознают. Особенно сейчас, когда имеют возможности, многие едут на заработки не в Россию, а в Европу. Просто политические элиты по привычке или по какой-то другой причине тянут Гагаузию в болото русского мира. Но разве элиты не понимают, что происходит? Ладно, Киндиглян и Бургуджи, политические лузеры, достигшие пика своей политической карьеры во время самопровозглашенной Гагаузской республики. И им наверняка хочется вернуться во времена, когда у них все было хорошо. Но неужели Константинов, Влах и Формузал, которые подыгрывают в этом, не понимают важность сохранения и укрепления независимости и суверенитета Республики Молдова? Ведь именно в независимой Молдове они достигли благосостояния и развили политические карьеры. Константинов один из тех, кто сполна поимел на развале Советского Союза. Наверное, больше всех в Гагаузии. Один из первых Рокфеллеров Молдовы сколотил целое состояние благодаря возможности присваивать и распродавать имущество бывшего колхоза. Наверняка ему хочется сохранить нажитое непосильным трудом. Для этого нужна правовая система и государство, признающее и гарантирующее частную собственность. Русский мир, который зазывают сюда люди из его окружения, точно это не гарантирует. Посмотрите, что творится на оккупированных территориях Украины. Влах тоже заработала состояние и построила карьеру в независимой Молдове. Ей, наверное, тоже нужны гарантии сохранения собственности. Формузал вообще заработал на жизнь в Германии. Все эти люди должны быть заинтересованы в сохранении и развитии суверенной Республики Молдова, хотя вполне возможно, они заинтересованы в Молдове, где ничего не реформируется, где можно купить судей и прокуроров. В общем, в ситуации, где можно ловить рыбку в мутной водичке. Но это их интересы. А интересы рядовых граждан в другом, в том, чтобы в стране функционировала система, была независимая юстиция и перспектива развития. Путинская Россия, развязавшая крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, не может помочь нам развиваться. Путин развязал эту войну не для развития захваченных территорий. Он сделал это для сохранения и укрепления своей власти внутри России, для получения возможности править до конца своих дней и надолго сохранить систему сословий, которая сложилась при путинской России.
Поэтому путинская Россия уже проиграла эту войну, потому что она предлагает модель из прошлого. А гагаузские элиты, если не могут вести за собой, должны хотя бы выбрать правильную сторону и идти с теми, кто ведет нас в будущее, где есть перспектива, а не назад в прошлое, где бесправие и нет никакого просвета. Друзья, это все, что мы хотели сказать сегодня. Делитесь этим видео и ставьте лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. С вами был я, Михаил Серкеле. Увидимся в следующем выпуске Nocta Life.